Пожароопасно. Пал сухой травы может обернуться трагедией. Как бороться с теми, кому легче выжигать, чем убирать? Далее устающий. С наступающим праздником! Сотрудники администрации Назрани навестили 110-летнюю Питимат Миржоеву из Гамурзиева. Расскажем, как она воспитывает праправнуков. Именно молодежь больше находится под влиянием этого зла, и их в большей степени затягивает в это. Нет наркотикам. В Назрановском аграрном техникуме прошла акция. Студентов предостерегли и подсказали, как не свернуть на тропу смерти. Чтобы ребенок учился правильно ставить ногу, увеличивать нагрузку и снимать нагрузку на нижние конечности путем натягивания канатов. Войтотерапия и лечебный массаж. Курс реабилитации для детей с диагнозом ДЦП и аутизм проходит в регионе. Прием ведут лучшие медики России. В моей команде участвует психолог, медсестра и также стоматолог с 10-летним стажем работы. «Береги зубы с молоду». Проект победил на Машуке и реализуется в Ингушетии. О первых шагах развития говорили в Магасе. На телеканале «Ингушетия Новости 24». Здравствуйте. Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию России. Информационность о предстоящем голосовании по поправкам растет. 12 февраля о них слышали 78% населения страны. К 3 марта о поправках уже знали 83%. 67% россиян планируют принять участие в голосовании, которое пройдет 22 апреля. При этом 41% выражают уверенность в этом. Поправки, предложенные для оценки респондентам, получили высокий уровень поддержки и важности у россиян. Лидируют в топе предложений, получивших наивысший уровень поддержки, следующие инициативы: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, социальной поддержки детям, принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума и ежегодная индексация пенсий. Выжигать проще, чем убирать. О последствиях не думая, позабыв про экологию. Массовый пал сухой травы вызывает массу вопросов и недовольства сотрудников МЧС, надзорных служб и жителей региона. С наступлением весны в зону риска попадают не только лесные массивы, но и жилые строения. О пожароопасном сезоне и мерах наказания. Сюжет нашего корреспондента. В кадрах огонь вплотную подобрался уже к деревьям. Пламя, буквально пожирающее все на своем пути, вызывает тревогу у всех, кроме самих поджигателей. Каждую весну на территории республики, как и по всей России, происходят массовые палы прошлогодней сухой травы. Многие сельскохозяйственные организации или же частные лица прибегают к самому дешевому способу очистки сенокосов и пастбищ – выжиганию. Уборка территории таким способом вредит экологии, а от рук горе-санитаров страдают братья наши меньшие, возмущаются жители республики. На самом деле это очень печально, что люди так безалаберно относятся к данной, скажем так, уже проблеме, потому что в конечном итоге страдают от этого братья наши меньшие, скажем так, животные. И я просто не понимаю, почему люди считают, что там, да, зажег, там что-то и не нужно после себя убрать, проконтролировать, а вдруг там проблема будет какая-то серьезная, вдруг там или пожар случится. Я слышал то, что это полезно для почвы, но я не вижу никакого контроля со стороны тех, кто поджигает. Просто говорят, там были в интернете и видео, и фотки, где животные страдали от этого. И вообще, я думаю, даже в плане экологии это неправильно. Кроме всего прочего, такой подход к уничтожению отходов опасен как для ближайших построек, так и для их владельцев. Порой, спасая свое имущество и пытаясь самостоятельно потушить пожар, люди, сами того не замечая, попадают в огненное кольцо. Нужно отметить, что только за прошедшие сутки в Ингушетии произошло 6 случаев возгорания сухой травы. Пострадавших нет, зато есть виновные. За несоблюдение правил уничтожения отходов последним грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Для предпринимателей или юридических лиц эта сумма возрастает до 200 тысяч рублей. Наибольшей площадью охватом пожар именно по заграниям сухой травы произошло в районе нового автовокзала. Там площадь достигла до 4 гектаров.
По данному факту возбуждено административное расследование, проводится проверка по установлению собственности данного земельного участка либо арендодателя. И по истечению установления уже будет собственник, виновный в данном нарушении, привлечен к административной ответственности. В дальнейшем такого рода уборка будет пресекаться на корню, выразил уверенность Руслан Наздоев. По его словам, уже созданы оперативные группы, в составе которых правоохранители и сотрудники МЧС. Проводятся рейдовые проверки, осмотры именно полей, прилегающие к населенным пунктам. Требования именно по данным полям должны иметься минимизированные полосы по недопущению перекидывания пламени на строение. И также, если лесные кварталы имеются, также, чтобы пламя не перекидывалось. И также в случае загорания со стороны вдоль проезда, именно дорог, чтобы пламя не перекидывалось на поля. Чистота половины веры, если при этом, конечно, не гибнет живое существо и не наносится вред имуществу кого-либо. Пророк Мухаммад сказал: «Ля дарара ва ля дарар». Не наносите вред, то есть не должно быть вреда ни в ответ на пользу, ни самому себе. То есть если когда человек в ответ хочет навредить кому-то. Поэтому изначально, исходя из этого хадиса, мы должны понимать, что мы не должны наносить вред людям. То, что касается травы, также большинство ученых сошлись в том, что в исламе запрещено сжигать насекомых и животных. Поэтому, когда человек поджигает, он должен понимать, что там какие-то живые существа. Стоит ли рисковать здоровьем и жизнью своей, а также окружающих, должен задуматься каждый, кто решит очистить поля от сухостоя таким образом. Весенняя пора только началась, но уже сейчас жители республики взывают к сознательности людей. Идрис Ижиев, Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24. 110-летнюю Пятимат Миржоеву из Гамурзиева сегодня поздравили с наступающим Международным женским днем. Она мать 9 детей, бабушка 19 внуков, 35 правнуков и 7 праправнуков. Недавно бабушка отметила и свой юбилей. Несмотря на преклонный возраст, Пятимат не сидит без дела. Она вяжет одежду и раздает малоимущим. В гости к бабушке с подарками наведались сотрудники администрации Назрани. Вместе с ними и наша съемочная группа. Корзина фруктов, конфеты, букет роз Пятимат Миржоева дарят сотрудники Назранской администрации. Впрочем, поводов целых два. Юбилей бабушки и наступающий женский день. Недавно Пятимат отметила 110 лет. В таком возрасте можно пожелать только здоровья, которого ей немножко не хватает. Конечно, здоровья ей. И все остальное, по-моему, насколько я вижу, у нее есть. Внимание и забота, оказанные в преддверии праздника, по словам долгожительницы, уже сам по себе прекрасный подарок. Далее чувствующий. Возможно, в коче ждали этого, что не безлюдщих, сахалщин, тархаях шмарный дыхет. Припоминая свои прожитые годы, бабушка делится. Жизнь была непростой, многое увидела и пережила. Потеряв родителей в 12 лет, домашние хлопоты и присмотр за младшими 4 братьями и сестрой легли на ее плечи. С детства, приученная к труду, своим примером воспитала любовь к нему и в 9 детях. Папины коллеги по работе папе часто задавали вопросы. Осман говорит: что у вас там в огороде, что вы там в огороде делаете? Говорит, у вас всегда чистый огород, черная земля, говорит, там, или кукурузу посадим, там, или картошку посадим. Сорняка, говорит, мы не видим у вас, мы не видим в огороде у вас. Ну, дело в том, что мама сорняк выдергивала руками, весь сорняк выдергивала руками, и в какой-то момент он просто перестал расти. Его просто не было в огороде. А уже 40 лет подряд свою заботу и тепло бабушка Пятимат дарит не только детям, 19 внукам, 35 правнукам и 7 праправнукам, но и другим. Большую часть вещей, которые сама же вяжет, она раздает нуждающимся. Вот и сейчас эту жилетку только начала, а здесь готовая партия. За эти годы бабушка успела в прямом смысле согреть более 2000 нуждающихся. В основном она дарит, где-то услышит, что там малоимущий там человек, если семья какая-то есть, туда делает, значит, им адресно делает, родственникам, там, знакомым, гости приходят там, и так далее. В принципе, эти кофты присутствуют во всех регионах России. В Европе, в Америке они есть.
А на этой фотографии еще один пример трудолюбия, честности и доброты. Лемка Барахоева, доярка. У нее были самые большие надои молока. Сестра отца была первой из горянок, представленной в Советском Союзе как герой социалистического труда, причем дважды. Некоторое время на ВДНХ в Москве простоял ее бюст с 2 звездами Героя социалистического труда. Но в связи со смертью, кончиной ее, она не успела получить 2-ю звезду. Человек был легендарный, трудолюбивый, в общем-то, носитель положительных эмоций. Здесь в округе, из этого села, из окружающих сел, в общественное здравие многие обращались к ним за поддержкой, за советом, всем помогала, поддерживала. Чтобы память о тете была всегда не только в семейных архивах, родственники обратились к главе Назарановской администрации с одной просьбой. Они хотели бы назвать и улицу, и школу в честь нее. Конечно, герой социалистического труда – это серьезно. Мы обязательно на своем заседании рассмотрим этот вопрос и будем содействовать, чтобы этот вопрос был решен. Ну а в планах героини нашего сюжета связать как можно больше жилеток и осчастливить других, как она считает, своим скромным подарком. Возможно, этим она оставит теплую память в сердцах многих людей. Хотел бы, чтобы утром, когда я встаю и захожу, чтобы вот эта картина, когда она сидит, вяжет, чтобы эта картина всегда сопровождала меня мою всю жизнь. И чтобы перед сном ночью я мог зайти, пожелать ей спокойной ночи, пообщаться с ней. Я думаю, вот это самое большое богатство и самые большие мои пожелания. Вас всех мы поздравляем, всех девочек с 8 марта. Чтобы все ваши хорошие мечты сбылись, здоровья, счастья и расхода. Дана Плиева, Магомед Белокиев. Новости 24. В столице республики развернулся настоящий шоппинг-центр. Одежда, парфюмерия, косметика, сувениры и картины. На Магаз-маркете представлено более 40 наименований изделий разных брендов, и все они по приемлемым ценам. Окунулась в атмосферу фестиваля и Жаридат Халухоева. Вначале это было просто хобби. Я увидела изделия из смолы на просторах интернета. Это меня заинтересовало. Смола и глина – 2 самых податливых материала, позволивших Айше Мурадовой создать свой бренд декоративных изделий. Сегодня он самым ярким образом представлен на первом масс-маркете республики. В ее работах буйство красок и форм, презентовать которые Айша приехала из соседней Чечни. Меня это заинтересовало, и мне стало интересно попробовать себя представить наши изделия, так как это новинка. И тем более мы являемся производителями, и мы можем предоставить покупателю большой ассортимент изделий. Есть чем восхитить посетителей фестиваля и ингушским рукодельницам. Яркие пейзажи, горы, незамысловатые узоры на белом холсте, исполненные акрилом, эпоксидной смолой и даже пателем. Это работа Мадины Хамхоевой, которая не стала ограничиваться ни тематикой произведений, ни сюжетом, ни жанром. Я начинала просто из одной картины. И у меня вот пошло, потому что я все свои силы потратила на это. То есть сегодня я пришла, чтобы показать нашим девочкам, что не надо бояться их желаний, можно реализовать любую мечту. Знаменитые мои картины – это с аятами из Корана. То есть первый раз мне пришло в голову сделать это, когда я увидела фотографию, мама прислала мне, когда была в Мекке. Мне захотелось написать Каабу, но Кааб было так много в интернете, и мне захотелось что-то свое добавить. И я решила просто написать один аят, и всем настолько понравилось, и с каждым разом я прибавляла все больше и больше разных интересных моментов в эту картину, и пришла к такой. Свое место в этом разнообразии нашла и коллекция одежды Залины Арчаковой. Она только учится на модельера, но уже радует своими нарядами, представленными под дизайнерским брендом из Нальчика. Оказаться в этом многообразии цвета и изделий, пожалуй, больше всего повезло Саймуру Халимову, единственный мужчина в фестивале женщин. Он приехал из Дагестана, чтобы представить всю красоту парфюмерных ароматов, начиная от самых известных и заканчивая собственными новинками. В сегодняшней экспозиции представлены десятки духов. Одежда, косметика, сувениры и даже сладости. В Магаз-маркете представлено более 40 наименований брендов и изделий. Как делятся организаторы, участников собралось намного больше, чем они могли себе представить. Во всех остальных регионах уже давным-давно практикуются подобные встречи, фестивали, куда можно просто прийти с семьей, отдохнуть, купить что-то
И, соответственно, в республике такого не было, и подумали, почему бы и нет. И запустили такой формат. В эти предпраздничные дни такое многообразие кажется настоящим раем для всех представительниц женского пола Ингушетии. Тем более, что все это собрано в одном месте. И вот такая разноплановая выставка, что она не в одном ключе, мне как раз-таки это импонирует. И дай Аллах, чтобы дальше это продвигалось так же, и чтобы жизнь республики была более интересной, более насыщенной, и было чем заняться нашей молодежи особенно. Оценить красоту представленных изделий или приобрести понравившуюся вещь женщины Ингушетии смогут и завтра. Магаз-маркет будет проходить 2 дня. Жарадат Хулухоева, Мербек Бержоев, Новости 24. С виду обычная проверка документов, а на самом деле поздравление. Сегодня инспекторы ГИБДД провели очередной рейд в Назране. Останавливали только водителей женщин. Цветы вместо проверки документов, поздравления вместо протокола. Вдобавок сотрудники напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, в том числе и 8 марта. О праздничной дорожной акции Идрис Ижиев. Вместо жезла красивые розы. Все для участниц дорожного движения. Неважно, за рулем или на пассажирском кресле, правоохранители поздравляют всех. Такая праздничная акция развернулась на федеральной трассе. Машины с дамами останавливали под предлогом проверки документов. Такое внимание не только вызывает радостную улыбку, но и заряжает положительными эмоциями на весь день. С праздником 8 марта поздравить всех. Да, цена, Для женщин, ставших участницами акции, это стало неожиданным сюрпризом. В ответ на приятные слова виновницы торжества не могут сдержать улыбок. Такого внимания автомобилистки явно не ожидали. Это было видно по их растерянным лицам. Но грозный вид сотрудника ГИБДД – это всего лишь маска, ведь за спиной у него спрятан самый красивый цветок – роза. Здравствуйте, прекрасная половина человечества. С праздником вас! Всего вам хорошего, счастья, всех благ. Женского счастья вам самое главное. Все пусть будет хорошо, семья все будут живы-здоровы. Вам счастливых, безопасных дорог. Эта акция уже становится доброй традицией. Радовать прекрасную половину доставляет удовольствие и им самим. Конечно же, мы не остались сегодня без внимания. Все категории участников дорожного движения поздравили их, пожелаем счастливого пути. И в первую очередь призывали их к соблюдению правил дорожного движения. Если они являются качественными пассажирами, то пристегивать ремни безопасности. Если являются водителями, также все соблюдать нормы правил дорожного движения. Не забывают сотрудники ГИБДД и о своих коллегах. Семью Шанхоевых они навещают каждый праздник. Сын Веры Шанхоевой Асланбек погиб при исполнении. Для любящей матери такое внимание очень дорого. Сквозь улыбку пробиваются слезы. Сотрудники в форме сразу напоминают ей сына. Работал он в ГАИ, и сотрудники ГАИ никогда без внимания не оставляют. Ни на праздник, ни День памяти в ноябре бывает. Всегда навещают с подарками. В общем, спасибо им большое. Дай Аллах всем здоровья, чтобы никого такое горе не постигло. Весенний праздник – это прекрасный повод для инспекторов ГИБДД еще раз напомнить о себе всем девушкам и женщинам, донести до них не только слова поздравлений, но и важную информацию, способствующую обеспечению их безопасности и благополучия на дорогах республики. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Госдума приняла закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет. Сейчас законодательство предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости до 60 и 65 лет. Такие изменения также влекут одновременное увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию, так как основаниями для выплаты пенсии в пенсионных договорах являются пенсионные основания, установленные законодательством Российской Федерации на момент заключения этих договоров. Кроме того, предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условия о наличии страхового стажа.
«Нет наркотикам». Акция под таким названием прошла в Назрановском аграрном техникуме. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Золотое правило медицины, которое приобретает особое значение, когда речь заходит о молодежной наркомании. Студентам рассказали о влиянии и последствиях негативного явления. Теорию также подкрепили неутешительными данными. О вреде наркотиков учащиеся рассказывали и показывали в сценических постановках и говорящих плакатах. Думаю, что нужно делать побольше таких мероприятий, потому что именно молодежь больше находится под влиянием этого зла, и их в большей степени затягивает в это. Наркотики, особенно вот эти лирики, таблетки, они, и некоторые из них садятся за руль, совершают дорожно-транспортные происшествия, погибают людей. Вот они не думают о последствиях, какие там будут. Для поддержки малого и среднего предпринимательства в Ингушетии планируется создать дорожную карту, а также центр компетенции по сбору проектов. Этот вопрос рассмотрели в Министерстве экономики Ингушетии на совещании в формате видеоконференции с корпорацией МСП. В регионе при участии муниципалитетов должен быть создан центр компетенции по сбору проектов, которые Банк МСП готов финансировать. Ранее сообщалось, что 200 новых субъектов МСП планируется создать в Ингушетии до 2024 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. На реализацию всех мероприятий проекта региону выделено из федерального бюджета порядка 21 миллиона рублей. Прием детей с ограниченными физическими возможностями проводят в Ингушетии лучшие медики России. Курс реабилитации для детей с диагнозом ДЦП и аутизм проходит при поддержке Клуба добрых людей. Войтотерапия, лечебный массаж и оздоровительная физкультура. Врачи работают по известным методикам. Подробности в материале нашего корреспондента. В данный момент я сейчас делаю разработку верхних конечностей, то есть плечевого сустава, с отведением кисти для дальнейших выполнения упражнений. Это бобот-терапия. Ее проводит квалифицированный врач, который приехал из Астрахани. Такие процедуры просто необходимы детям, страдающим ДЦП. Эффективность этой методики доказана и применяется во всем мире. Смысл методики разнообразен, то есть каждому пациенту идет индивидуальный подход для обучения каким-то навыкам. То есть если ребенок не умеет держать голову, мы будем подбирать какие-то конкретные упражнения для того, чтобы ребенок держал голову. Если он не умеет ползать, соответственно, мы будем учить его ползать. Для семьи Марифы Ханиевой возможность пройти реабилитацию, не выезжая за пределы республики, большая удача. Ведь до этого им приходилось посещать дорогостоящие клиники в Челябинске. У Марифы 4 детей, 2 из которых давно стоят на учете в фонде КДЛ. У Маки чуть легкая форма, а второй М1 тяжелая форма ДЦП. У меня ребенок не разговаривает, не видит, не слышит, не сидит. Но тут у нас уже чуть-чуть получше. Есть небольшая динамика, мы реабилитируемся. Помощь нам помогает, мы не первый год у них стоим на учете. Если таких хороших специалистов приглашают к нам, это для нас большой плюс. Мне кажется, я довольна. В Ингушетию, чтобы провести курс реабилитации, приехали 3 специалиста, которые работают по методике войтотерапии, точечного массажа, бобот-терапии и лечебно-физической культуре. Как, например, Ашраф Эль-Бадруси. Молодой талантливый марокканский специалист – настоящая находка для этого центра. Он занимается развитием опорно-двигательного аппарата. Лечебная физкультура мы используем, когда у детей ДЦП или даже обычных детей с деформацией локомотора, двигательный аппарат есть проблемы. То есть либо мышцы не выполняют свою работу, либо суставы полностью не двигаются в верхней амплитуде. То есть там бывает короткая амплитуда, человек, естественно, не может ходить, как обычные люди. Вот, и занимаемся РФК, чтобы он мог укреплять свои мышцы, освободить свои суставы артикуляции и лучше двигаться. Курс реабилитации с участием лучших специалистов в лечении ДЦП и аутизма. Проект фонда КДЛ. Один специалист может принимать до 8 человек за весь курс, который состоит из 10 дней. Теперь жителям Ингушетии не обязательно выезжать за пределы республики, поскольку пройти терапию можно на базе фонда, причем абсолютно бесплатно. Фонд КДЛ, создав такой центр именно при фонде, облегчил, можно сказать, вообще все выездные мероприятия. Что очень важно,
специалисты приглашаются именно по запросу родителей. То есть нету такого, что мы сами выбираем специалистов. Сколько родителей большинство проголосовало, то есть как бы оставило заявки, то тех специалистов мы и приглашаем. Более того, в центре КДЛ предусмотрены современные тренажеры, разработанные специально для детей, страдающих церебральным параличом, как, например, Гросса. Чтобы ребенок учился правильно ставить ногу, увеличивать нагрузку и снимать нагрузку на нижние конечности путем натягивания канатов. Также данный тренажер очень хорошо подходит для вертикализации детей, потому что дети чаще больные ДЦП, они привыкли находиться в горизонтальном положении. Поэтому, если мы не проводим занятия с разнообразными движениями детей, они привыкают к одному положению, чтобы их физические возможности были наравне и с умственными, им необходимо полностью развивать свой организм. Поэтому данный тренажер очень полезный для верхних и нижних конечностей, также для вестибулярного аппарата. Эти курсы функционируют уже больше года. Всего с начала работы центра на базе фонда КДЛ бесплатную реабилитацию прошли 60 человек. Записаться на новый курс можно будет уже 7 марта. Тогда прием будут вести сразу 4 специалиста. Далее Костоева, Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24. Аслан Камурзоев стал призером Кубка Европы. Ингушский дзюдоист завоевал бронзу в весовой категории до 66 килограммов. Он провел 6 уверенных и бескомпромиссных схваток и только в одном уступил представителю Грузии, несмотря на то, что уверенно контролировал ход поединка. В схватке за 3-е место Камурзоев чистым броском выиграл у российского дзюдоиста и стал обладателем бронзовой медали Кубка Европы. Спортсмены спортклуба «Ади Ахмат» также успешно выступили на первенстве Москвы по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Наши борцы на этом турнире завоевали 7 медалей различного достоинства. Победителями соревнований стали Байсар Евлоев и Зелимхан Цуров. У Мухаммада Евлоева серебро, еще у 4 бронза. Первенство Москвы по греко-римской борьбе среди юниоров являлось отборочным на первенство России, которое пройдет в Хабаровске в начале апреля. Его реализация вдохнет новую жизнь в детскую стоматологию. Проект под названием «Береги зубы с молоду» делает первые шаги. Его автор Лиза Мальсагова удачно презентовала и защитила свой проект на молодежном форуме «Машук». Сейчас все задуманное применяют на практике. Цель проекта – профилактика стоматологических заболеваний у детей с особенностями развития. Ознакомительная встреча прошла в Центре культурного развития. Репортаж Хавы Гагиевой. Это конфеты. Тоже не очень полезный продукт. Это чипсы и сухарики. Все, что в этой корзине, я вообще не советую вам кушать, если вы хотите быть здоровыми. Газированная вода, шоколадки и, конечно же, чипсы. Какую пищу лучше не есть, чтобы избежать кариеса? Врачи не только рассказывают о важных принципах стоматологии, но и в игровой форме показывают на муляже, как правильно работать четкой, чтобы не повредить зубную эмаль. Промыв глазки, ушки, губы, очень важно чистить зубы! «Береги зубы с молоду» – проект, где лишних слов не нужно. Название звучит как призыв, направленный на профилактику стоматологических заболеваний у детей с ограниченными возможностями. Команда Лизы Мальсаговой реализует его здесь, в Центре культурного развития, после выигранного гранта на Северокавказском форуме «Машук». В моей команде участвует психолог, медсестра и также стоматолог с 10-летним стажем работы. Данный проект является уникальным, потому что в нашей республике нет ни одного направления, ни одной деятельности, которая связана именно с стоматологией зубов, детской гигиеной полости рта, именно с детишками ОВЗ. За мероприятием наблюдали почетные гости, представители Минобра и общественных организаций региона. Они также высказали свое мнение по поводу таких проектов и их значений в современном мире. Если сегодня мы можем таким образом начать объяснять детям важность сохранения здоровья своей полости рта, потому что именно этот момент, он зависит от них, то есть их отношения, их внимание, их ответственность за это, то тогда можно говорить уже о других воспитывающих факторах, которые будут формировать их в будущем как полноценную здоровую личность. Молодежный форум «Машук» – это площадка для открытого диалога молодежи с представителями власти, известными деятелями культуры и именитыми спортсменами.
В этом году участие в нем приняли порядка 30 человек, а все проекты были направлены на социальные проблемы. На данном форуме вот этот проект заработал наивысшее количество баллов, 259 баллов было у этого проекта. Поддержать в реализации проекта пришли и другие участники форума «Машук». Им хорошо знакома данная тема, и они прекрасно знают, что значит в таких случаях дружеское участие. Отрадно, что у нас в Ингушетии наконец-то начали популяризировать эту тему, и я свидетель того, как Лиза Мальсагова, руководитель, отчаянно добивалась, защищала этот проект, насколько она за него билась, и теперь я вижу результат. Останавливаться на достигнутом команда не собирается. Это только вторая станция для Лизы Мальсаговой и ее друзей в белых халатах. Впереди тернистый путь, ведь с молоду нужно беречь не только честь, но и зубы. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24. Уже завтра в 21:00 в эфире национального телеканала смотрите еженедельную информационную программу «Новости СКФО». Сейчас анонс главных тем выпуска. Коронавирус уже в России. Как распознать болезнь? Мы будем проводить мониторинговые исследования, те, которые проводятся на респираторные инфекции. В Ингушетию завезли первую стоп-проб тест-системы для оперативного диагностирования вируса. Зафиксирован ли в Дагестане новый коронавирус? В сети интернет мгновенно разлетелись фейковые публикации. Что посеешь, что и пожнешь. На Ставрополе приступили к севу яровых культур. Ну что, поехали! Кто трудится над будущим урожаем и при чем тут гламурно-розовые семена? Не новое, а возрождение старого, зерна с древними корнями. Вы даже, наверное, не представляете, каким трудом нам удалось сохранить вот эту кукурузу. Ингушские ученые вывели сорт кукурузы, которую издавна сеяли предки. Масштабные преображения, спорт, который затягивает всех. Все помогают на благо села, на благо парка. Вот здесь все помогают. Я в том числе тоже. В Красном Кургане Карачаево-Черкесии появится своя воркаут-площадка. Об этом и не только расскажут новости Северокавказского федерального округа. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на национальном.